стараемся сделать так, чтобы облегчить их службу. Мы начинаем новую рубрику «Побеседуем о духовном», где будут затронуты главные аспекты о духовной жизни. Предлагаем вам первую беседу. Понимание духовной жизни, понимание духовности в религиозной традиции достаточно глубокое и связано исключительно с жизнью человека и общением его с Богом. Говорю это для того, чтобы особо выделить понятие духовности и духовной жизни и некоторые отличия от светского понимания духовности. Итак, мы говорим о духовности в религиозном понимании этого слова. Мы очень часто устаем в жизни, в этом быстром течении событий, происходящих рядом. Иногда нам удается отдохнуть в отпуске, за каким-либо любимым занятием или же через общение с психологом, но довольно часто остается внутри, там, где принято называть душой, некоторые волнения, переживания, а то и тяготы. И для того, чтобы избавиться от этих внутренних переживаний, от последствий грехов, совершенных нами, нам необходима большая перезагрузка. И вот эта перезагрузка личности человеческой, жизни духовной, да, собственно говоря, всей жизни человеческой происходит в посте. Нынче пост идет великий, и поэтому поговорим о его значении, но не столько для людей церковных, сколько для людей, интересующихся, а на самом деле в чем польза поста. Все знают, что нужно отказаться от продуктов тяжелых, продуктов дорогих, и это правильно, потому что отказ от дорогих продуктов жирных и возвращение к простым продуктам, хлебу, овощам, наш организм снова восстанавливает в его любви к вот таким простым вещам, очень важным, очень значительным. Ну и потом переедание никогда не было полезным. Не случайно говорят, что сытое брюхо к учению глухо. Однако это не первая и не самая важная цель поста. Вторая, как мне видится, цель поста – научиться владеть собой, снова восстановить в себе способности к самоорганизации, к самодисциплине, через понуждение себя к добрым делам в том числе. Великий пост – это время добрых дел. В древности христиане призывались отказаться от большего количества пищи, вкушения, от большого количества вкушения пищи, для того, чтобы сэкономленные средства, небольшие, но мои личные, потратить на дела милосердия. Купить лекарство ближнему или живущему рядом соседу, принять участие в каком-либо благотворительном фонде или передать эти деньги людям, которые занимаются благотворительностью. Вся эта совокупность постных ограничений не является большой нагрузкой, но напротив освобождает и дух, и личность человеческую.